организациям гражданского общества и партнеров по развитию. Спасибо вам, что откликнулись на приглашение проекта и пришли на это мероприятие. Оно называется таким сложным словом, и вся эта тема инклюзия, да, инклюзивное развитие, слово не очень понятное, а даже тем, кто с ним сталкивался, чаще приходилось сталкиваться с этим словом в контексте людей с инвалидностью. Да, мы знаем, часто слышим инклюзивное образование, но на самом деле само явление, да, сама природа этого понятия, она очень близка нашему народу кыргызскому. И вот недавно, когда мы на наблюдательном совете проекта обсуждали эту тему, пришли к выводу, что в кыргызском языке очень хорошо это понятие, этот принцип управления описывается словом «камкордук». Но не просто забота о членах семьи, о слабых, то есть с точки зрения, что не дать им умереть с голоду. Да? Но вот если мы с моей коллегой вчера как раз этот вопрос обсуждали, а что такое камкордук в приложении к управлению или в приложении к семье? Когда мы говорим, что мы заботимся о своих детях, мы же не только заботимся о том, чтобы они были тепло одеты, чтобы они были сыты. Мы заботимся о том, чтобы они получили хорошее образование, чтобы у них были навыки поведения, чтобы у них был компьютер, чтобы они умели взаимодействовать, чтобы они умели считать деньги. Да? То есть мы заботимся о том, чтобы у них были инструменты, чтобы у них были возможности для самостоятельной активной жизни и благополучия. И вот в приложении к местному самоуправлению это получается то же самое. То есть камкордук в приложении к местному самоуправлению – это не просто обеспечение базовыми услугами или там создание экономических условий. Это забота о том, чтобы слабые, отстающие группы имели возможности для развития. Вот если на примере семьи это показывать, то это вот как раз будет то, что мы вкладываем в своих детей, своих близких, помимо пищи, помимо крова и помимо там одежды и тепла. Вот мне кажется, что это наилучшим образом объясняет, что такое инклюзивное развитие. И дальше уже мы можем говорить о том, что конкретно может делать местное самоуправление. Но вот каждый глава знает прекрасно, каждый муниципальный служащий, каждый депутат местного Кинеша, что каждый день в своей работе им приходится делать постоянный выбор, постоянно выбирать, чьи проблемы в первую очередь решать, кто главнее для органа местного самоуправления. Местный бизнес или женщины, или люди с инвалидностью, или акимы, местная государственная администрация. То есть ежедневный выбор происходит. И вот орган местного самоуправления функционирует в таком режиме попытки удовлетворить потребности всех. Но и это очень трудно, но и сама вот эта картинка, она на самом деле показывает, что главного интереса нет. Нет такой группы, на ком нужно вот сосредоточиться всегда и каждый день, потому что ситуация меняется каждый день для каждой группы. И сегодня у нас главными становятся проблемы бизнеса, завтра у нас становятся главными проблемы женщин, послезавтра молодежи и так далее. И политика в целом, которая связана вот с этим словом камкордук, заключается в том, чтобы правильно находить баланс интересов между этими группами и как минимум хорошо знать и понимать их потребности и что им нужно для успешного развития. Вот есть хорошая история возникновения этого подхода к управлению. Он относится не только к местному самоуправлению, он относится и к правительству, и не только к правительству Кыргызской республики. Сейчас это такой тренд, такая тенденция, которая формируется на протяжении последних 40 лет и все больше укрепляется в общественном сознании, в политическом сознании и так далее. И что интересно,
первые сигналы о том, что нужно переходить вот от чистого капитализма к каким-то более социально чувствительным формам управления, пошли из бизнеса, из крупного бизнеса, который даже разработал и стал внедрять такую теорию под названием инклюзивный капитализм. Существует даже формула, причем самые крупные там финансовые корпорации типа Ротшильда там участвовали. У них существует формула 1-1-1, то есть они считают, что 1% времени, 1% продуктов и 1% прибыли они обязательно должны, помимо всех налоговых отчислений, они обязательно должны направлять на помощь отстающим уязвимым группам, потому что это выгодно для них. Потому что им, для рынка капитала нужна социальная стабильность, для промышленного капитала тоже нужна квалифицированная рабочая сила и социальная стабильность. И вот крупный капитал, финансовый промышленный капитал первый стал думать о том, что когда очень много отстающих групп есть в обществе, это создает проблемы для всех. Конечно, это коммерческий такой капиталистический был подход, но дальше эта идея, эта концепция стали трансформироваться в мире. И сегодня мы тоже на слуху у всех у нас принципы Организации Объединенных Наций про устойчивое, вот это самое инклюзивное или Комкордук развития. Они получили разную интерпретацию у разных международных и национальных структур, но суть их везде сводится к одному, что мы вот от теории свободного рынка, который сам все отрегулирует и сам все устроит, переходим все-таки к смешанным моделям управления государствами, экономиками и обществами, где присутствует подход и плановый, и рыночный. И вот в части планового или так называемого социально чувствительного подхода вот как раз и помещается эта идея инклюзивности. Есть несколько разных определений того, что такое инклюзивный рост. Очень много литературы по этому поводу существует, причем, знаете, в самых разных формациях, на всех континентах, в разных совершенно странах с абсолютно разным устройством, от Объединенных Арабских Эмиратов до там, Китая, Японии, Соединенных Штатов. Я уже не говорю там про более понятные, близкие нам страны. Эта идея сидит везде, потому что на ней базируется, собственно говоря, возможность развиваться так, чтобы меньше было страдающих, меньше было нестабильности и лучше управлялся процесс развития. Но ключевые вещи вот в этом понятии инклюзивный рост – это сокращение неравенства. То есть не должно быть, всегда будут те, кто живет лучше, и те, кто живет хуже, но чем меньше разрыв между ними, тем более здоровым становится общество, тем больше у него перспектив. И второй такой основной принцип, что хорошего государства не должно быть мало там, где есть вот эти слабые отстающие группы. Поэтому власть не только может, но и должна вмешиваться в экономические процессы, создавая условия, вот целенаправленно создавая преференции, создавая более благоприятные условия для включения отстающих и уязвимых в процесс развития. Если понимать вот этот инклюзивный рост, как его понимает Международный экономический форум в Давосе, то это рост, который не только создает новые экономические возможности, но и обеспечивает равный доступ к возможностям, создаваемым для всех слоев общества, особенно для малообеспеченных слоев. Здесь есть такой чисто экономический контекст, что отстающими считаются малообеспеченные, но на самом деле отстающими в вашем случае, в случае местного сообщества, органа местного самоуправления, отстающей группой, которая требует особого внимания, может оказаться любая группа. Даже вполне здоровые, успешные мужчины тоже могут оказаться отстающей группой в определенных ситуациях, в определенных условиях. А для каких результатов, да, для чего вот эта идея вовлечения Комкордук внедряется во всех уровнях управления в мире? Что каждый человек должен быть задействован в процессе трудовой деятельности с учетом
его возможностей и индивидуальных способностей. И второй результат – каждый человек должен иметь доступ к основным потребностям для поддержания своей жизнедеятельности: пище, воде, одежде, здравоохранению, жилью, образованию, энергоресурсам. И если люди более старшего поколения, им придет в голову, что мы что-то похожее в своей жизни уже слышали, да, от каждого по способностям, каждому по труду. Это лозунг социализма, социалистической системы. И на самом деле вот все в мире повторяется, некая такая трансформация, да, от чистого капитализма к социализму она идет, просто в разных видоизмененных вещах эта идея внедряется. Ну и вот переходя к тому, а кто эти отстающие группы, да, мы привыкли всегда говорить, особенно вот проекты развития международной организации, что это женщины и дети, и молодежь часто, да, инвалиды. Но на самом деле вот для органов местного самоуправления очень важно понимать, что отстающие группы могут быть разными. И это очень сильно зависит от структуры вашего сообщества. Какие люди, какие группы живут на территории всех ваших сел. Вот я привела в пример, что молодые, здоровые, успешные мужчины тоже могут быть отстающей группой. Например, если они живут в маленьком удаленном селе от центра и не имеют доступа к основным базовым услугам инфраструктуры всего муниципалитета, они тоже будут отстающей группой, потому что они в какой-то степени отрезаны от тех благ, которые муниципалитет создал для своего центрального села. Поэтому вот в каждой ситуации будут свои особенности. Но хорошо помогает понимать, кто является отстающей группой, идея так называемой многомерной бедности. Что такое многомерная бедность? Многомерная бедность – это не только недостаток каких-то экономических ресурсов, денег, дохода, который может выливаться там в недостаток пищи, тепла, одежды и так далее. Но экономическая многомерная бедность может выливаться в том, что людям не хватает информации, людям не хватает доступа к здоровой пище, не к пище вообще, а к здоровой пище. И они едят, что попало, и начинают болеть. Недостаток доступа к услугам здравоохранения. Недостаток даже доступа к политическим свободам тоже является частью вот этой многомерной бедности. То есть если вы не можете свободно выражать свое мнение, если вам не дают там голосовать, если вы не участвуете в процессе управления на уровне своего сообщества, это тоже будет являться выражением бедности, потому что ограничивает ваши возможности для развития. Вот эта идея многомерной бедности, она лежит в основе подхода швейцарского бюро по развитию, который называется «Не оставить никого позади», о котором сказала Натали в своем приветствии. И в основе многих других способов управления этим Комкордук или инклюзивным развитием. Подходы, методы внедрения этого принципа управления могут быть разными, но суть будет одна. Так, что-то у меня не переключается. Вот слева представлен подход, концепция инклюзивного роста, которая была выдвинута, и вот этот метод управления больше пропагандируется, продвигается со стороны крупного бизнеса. Это Даосский экономический форум сформировал вот эту модель инклюзивного развития, и что власть должна в каком плане помогать людям. Там образование, бюджетные трансферты, занятость, активы предпринимательства, базовые услуги, инфраструктура, финансовое посредничество, коррупция и рента. Вот это направление, которое Даосский форум, то есть помогает. А с другой стороны, подход вот не оставить никого позади, который в этом виде представлен, как его предлагает швейцарское бюро по сотрудничеству, которое мы сейчас видим наиболее оптимальным для использования в практике местного самоуправления. Он, по сути, перечисляет все те же аспекты, которые говорит Давос, но в более понятной, простой и удобной форме. То есть этот подход «не оставить никого позади» говорит всего лишь о трех ключевых направлениях, которые должны быть в голове у местного самоуправления
в отношении вот этих отстающих уязвимых групп. Им нужен доступ к рынкам. Это рынок жилья, рынок земли, труда и рынок капитала финансовый. Первое направление. Второе направление. Им нужен доступ к пространствам. Что значит доступ к пространствам? Это политическое пространство, где они могут реализовать свои политические права, там право избирать, быть избранным, там говорить свободно и так далее. Это доступ к физическому пространству, те же самые парки культуры, те же самые какие-то благоустроенные пандусами и этими светофорами и пешеходными тротуарами дороги. Это доступ к культурному пространству, да, это те же ваши библиотеки, клубы и так далее, что у людей должен быть доступ к ним. И социальный, да, то есть это возможность для людей общаться между собой в группах и развивать свой человеческий потенциал. Вот это второе направление, доступ к пространствам. И третье направление – доступ к услугам. Ну, это вы все хорошо понимаете. Это базовая инфраструктура, вода, свет и так далее. Ну, плюс еще и социальные услуги, здравоохранение, образование и информация и энергия. То есть вот очень три простых и понятных, на самом деле, с человеческой точки зрения направления, которые, собственно говоря, должны быть отражены в программах социально-экономического развития на местном уровне. Например, возможно ли делать это сейчас, сегодня на уровне местного самоуправления? Есть ли реальные возможности органа местного самоуправления влиять на это? На самом деле, когда мы говорим, занимаетесь ли вы инклюзивным развитием, все главы говорят, нет, мы этим не занимаемся. По факту вы этим занимаетесь уже. И мы знаем огромное количество примеров, когда органы местного самоуправления, не называя это инклюзивным развитием, реализуют такую политику. Вот в таблице приведены примеры из реальных ПСР, реальных программ социально-экономического развития, которые сегодня уже реализуются муниципалитетами. Например, доступ к рынку земли, содействие ирригации, содействие увеличению площади поливных земель, пожалуйста, расширяет, особенно если там учитываются интересы уязвимых групп, расширяет доступ к рынку земли. Предоставление земель под индивидуальное жилищное строительство то же самое. И это уже больше доступ к рынку жилья. Информирование, например, малообеспеченных семей о том, что за счет утепления домов они могут достичь энергосбережения, сократить затраты на отопление, тоже улучшение доступа к рынку жилья. Доступ к рынку труда может в разных мерах выражаться, там, начиная от направления безработных и информирования о возможных рабочих местах, заканчивая вот помощи в приобретении скота для производства там молока. И здесь вот возникает большая разница между традиционными видами помощи, когда раздают мешки с мукой и там банки с растительным маслом. Вот здесь появляется принципиальная разница, что если это вот реальный пример, когда муниципалитет купил по несколько голов крупного рогатого скота, понимая, что на территории муниципалитета строится молокоперерабатывающее предприятие, он понял, что можно таким образом улучшить положение бедных семей, дав им возможность производить молоко и сдавать его на это предприятие. То есть сразу выстраивая цепочку добавленной стоимости от производителя сырья к переработчику. Но доступ к финансовому рынку, казалось бы, тоже, что это ну, вообще не вопрос местного самоуправления, но на самом деле даже те же субсидии по тарифам на вывоз, уборку мусора или на питьевую воду для малоимущих, это тоже доступ к финансовому рынку. Потому что тем или иным образом у людей высвобождаются финансовые ресурсы. Следующая группа или следующее направление – это доступ к пространствам. Еще больше муниципалитеты могут делать. Я думаю, что у каждого из вас на примере своего сообщества, на примере своей программы социально-экономического развития тоже возникнут такие примеры. Доступ к социальной защите. Это создание, например, базы данных для учета уязвимых слоев населения и передача информации о них тем НКО, которые работают с уязвимыми группами и предоставляют им услуги. Вот это тоже реальный пример,
работы сельского муниципалитета, когда он свои списки людей, нуждающихся в помощи, находит и передает. Есть много организаций, которые работают там с детьми, с инвалидами, с женщинами, пострадавшими от насилия, с одинокими пожилыми людьми. Да? То есть муниципалитет сам мало что может для них сделать, но он ищет возможности вовне. И это тоже мера, это тоже мероприятие. Информационное пространство, да, тоже наверняка у вас у всех WhatsApp-группы, какие-то каналы, все, что вы делаете в плане коммуникации со своим населением, это доступ к информационному пространству. Энергия. Очень часто муниципалитеты пытаются решить вопросы энергоснабжения, тоже не мне вам рассказывать, кто как может, пытается выходить из ситуации, и помощь может быть разная, вот от выделения участка земли под строительство трансформатора до предоставления угля. Но и транспорт, это может быть опять, как я сказала, благоустройство дорог, там светофоры, пандусы и пешеходные переходы, но это может быть и переговоры с транспортной компанией, чтобы удлинить длину маршрутки, чтобы она ехала там не до пункта, а еще захватывала более отдаленную улицу или отдаленное село и так далее. И второй, и третий, завершающее направление – это доступ к услугам. Я не буду здесь подробно останавливаться, много тоже вы сталкиваетесь и с работой ГСВ ФАПов в отношении здравоохранения, у всех работают, почти у всех работают сельские комитеты здоровья, это все площадки, это все возможности для работы в этом направлении, по образованию тоже есть очень много реальных примеров. То есть вот этими таблицами подробно как раз сборник будет Алтынай представлять и детально рассказывать на примерах. Моя задача была вам в целом показать, что фактически в жизни вы вот этой политикой занимаетесь. Просто есть некоторые пробелы, и есть некоторое, может быть, не до конца сформированное понимание, как это должно быть отражено в ПСЭРах и какие инструменты управления мы можем применять. Что касается нашей работы, то у нас еще есть одна идея, которую мы пока не реализовали, но я надеюсь, что мы найдем возможность либо в рамках этого проекта, либо в рамках других проектов ее реализовать. Это внедрить инструмент такой аудит инклюзивности, для того, чтобы сами органы местного самоуправления могли для себя понять, а мы действительно ли мы понимаем все те группы отстающие, которые есть у нас, и действительно ли мы создаем для них условия, чтобы они перестали быть отстающими. Здесь, знаете, все-таки, возвращаясь к началу, здесь сидит очень большая экономическая причина во всем этом. Уязвимые группы, люди там, домохозяйства бедные или крайне бедные, семьи с детьми-инвалидами и так далее, они, как бы это ни цинично звучало, часто становятся неким бюджетным балластом для системы управления. То есть мы бесконечно только вкладываем деньги в их потребление. Но если бы мы вкладывали ресурсы в создание, в их развитие, чтобы они сами могли себя лучше обеспечивать, это гораздо более экономически эффективный путь. И это доказано на огромном материале в сфере социальной защиты и социального развития. Вот любой социальный работник, более-менее грамотный, вам скажет, что социальные пособия из бедности не выводят. Они не дают человеку просто умереть с голоду, но из бедности они его не выведут никогда. Из бедности выводят социальные услуги. Тогда, когда человек либо больше времени для занятия трудом получает, либо получает навыки какие-то и знания, чтобы повысить свой доход и так далее. То есть вот абсолютно экономическая подоплека у этого лежит. И для вас выгодно, чтобы... Для местного бюджета выгодно в конечном итоге, чтобы отстающих групп было меньше, чтобы они переходили из категории вот этого бюджетного балласта, еще раз извиняюсь за цинизм, в категорию производительной силы. Из категории тех, кто только потребляет, в категорию тех, кто производит. Это экономическая серьезная цель. Я уже не говорю про политическую и социальную составляющую, что и гармонии в сообществе больше, обиженных меньше, жалующихся меньше, страданий меньше, вы меньше
и даже эмоций своих на это будете тратить. Вот этот аудит инклюзивности, чтобы вы могли сами проверить себя и посмотреть на вашу ПСР, на вашу текущую политику, а достигаете ли вы этой цели, а все ли вы группы охватили, а действительно ли вы помогаете им эти проблемы решить, мы будем разрабатывать и внедрять. По предварительным нашим оценкам, вот из того, что мы знаем про ваши программы социально-экономического развития, не только в рамках Джалабадской и Искульской областей в этом проекте, но и по другим, у нас картинка пока очень не гармоничная. Вот здесь включены все вот эти компоненты по 3 направлениям, их можно вот так разделить. Вот это будет доступ к рынкам, вот это будет доступ к пространствам и доступ к услугам. Видите, что в идеале эта фигура должна быть правильная. Но по факту, пока по нашим вот экспертным оценкам, по многим вопросам ПСРы проваливаются. Поэтому мы надеемся посмотреть, что еще и предложить дальше, что еще можно будет делать для того, чтобы улучшить доступ либо к рынкам, либо к пространствам, либо к услугам. О том, что для чего этот инструмент, я уже сказала. Единственный очень важный момент, знаете, про что мы забываем? Про какую уязвимую или отстающую группу мы всегда забываем. Мы просто ее не принимаем во внимание. Это будущие поколения. Вот те, кто будут жить после нас на территории нашего села, это заведомо уязвимая группа. Потому что мы можем не оставить им ресурсов, мы можем не оставить им земли, мы можем не оставить им недра, воду, лес, пахотные земли, пастбища и так далее. И вот эта группа, она, кстати, не прописана во всех этих концепциях. Она есть в концепции устойчивого развития. Но я бы ее прямо включила в список уязвимых или отстающих групп и все время проверяла наши программы социально-экономического развития, ПСРы. А если там вот учет этих будущих поколений? А что мы им, собственно говоря, оставим? Я думаю, что я как бы сама замужем за кыргызом, живу в кыргызской семье, я думаю, что имею право так сказать, что для кыргызского народа это очень важно, потому что всегда думают не только там о 7 поколениях, которые были до тебя, но и думают еще о том, как люди, дети и внуки будут продолжать то, что твои предки сделали, и то, что ты сам оставил. Ну и как вишенка на торте, для завершения того, почему это важно, есть еще и сугубо практический аспект для вас, как для политиков. Потому что в принципе, для любого государства очень важно уделять внимание этим вопросам. И текущая наша верховная власть тоже уделяет внимание этим вопросам. Может быть, в основополагающих документах страны не написано слово «инклюзия» и «камкурдук», но смысл многих постулатов государственной политики текущей, он тоже это подразумевает. Вот, например, национальная программа развития Кыргызской республики до 2026 года в основных целях базовых сразу говорит, что одна из целей – это инвестирование в будущие стандарты жизни, инвестиции в человека и формирование среды развития. Что будущее Кыргызстана – это целостная, независимая, комфортная страна для проживания людей, обладающих большими возможностями и правом выбора своей жизни, страна свободных и обеспеченных граждан. Это все то же самое. И последний, вот совершенно свежий, что называется, продукт – это указ президента о дальнейших мерах по усовершенствованию административно-территориального развития от 18 октября 2022 года. Там тоже не включено это слово прямым текстом, но суть мер, которые президент поручает Министерству экономики и Кабинету министров в срочном порядке разрабатывать и принимать, как раз тоже заключается в этом. Стандарты доступности инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры населения в регионах, стандарты доступности – это не что иное, как доступ к услугам. Тот, который вот является третьим базовым принципом концепции «не оставить никого позади». Второе – это государственное субсидирование инициатив местного сообщества,
направленные на улучшение условий проживания местного населения. Это, по сути, является доступом к политическому пространству, чтобы люди сами могли определять, по каким направлениям должно идти развитие на их территории. Это тоже один из компонентов инклюзивного, не оставить никого позади. И формирование бюджета развития с непосредственным участием и контролем местных сообществ и органов местного самоуправления тоже относится к вопросам расширения политического пространства. Поэтому по факту, вот знаете, я могу ручаться, не найдете ни одной страны, независимо от ее политической системы, которая бы в глубине, в природе своей не пыталась найти баланс между вот этими принципами для того, чтобы позаботиться об отстающих группах. Формы и результаты у всех разные. Кому-то удается лучше, кому-то удается хуже. У нас уже очень много достигнуто в этом отношении, но важно, чтобы орган местного самоуправления четко понимал и экономическую выгоду от этого процесса, и инструменты, которые он может использовать для того, чтобы ни одна отстающая группа не тянула ваше сообщество назад, чтобы все группы были успешными, счастливыми, и тогда, вот как я предлагала организаторам назвать наше мероприятие и книжку «Аймак счастливых людей». Тогда у нас все аймаки и страна в целом будут аймаками и страной счастливых людей. Спасибо большое.